Резкое потепление заставило столичных коммунальщиков срочно выйти на улицы города. В экстренном порядке убирают не только снежную кашу с дорог и тротуаров, но и с крыш домов. Снежные глыбы угрожают безопасности жителей Сыктывкара. О том, как коммунальные службы встречают весну, Дарья Вологжанина. Первый день настоящей весны, первая капель, и мы на улице Орджоникидзе. Скатные крыши деревянных домов выходят прямо на тротуар. Поток пешеходов здесь всегда большой. И теперь представьте, на голову с огромной скоростью приземляется ледяная глыба или вот такая вот снежная шапка. О возможных последствиях, думаю, говорить не стоит. В весеннее время такие дома приходится обходить стороной. За чистку крыш отвечают обслуживающие организации. Но не все подходят к вопросу ответственно. Чтобы предотвратить несчастные случаи, городская администрация устраивает ежедневные рейды с проверкой дворов и зданий. Сегодня комиссия побывала в лесозаводе. На крыше дома по Школьной 8 как раз вовсю трудились рабочие. А вот на кровлях жилых строений на Поселковой снег в полметра. Нарушения зафиксировали. Управляющим компаниям мы постоянно напоминаем, на постоянной основе доводим до них эту информацию, что нужно своевременно принимать меры, проводить очистку крыш не только над пешеходной зоной, но это, конечно, первоочередное, но в том числе и проезжие части, чтобы отсутствовала колейность, чтобы был возможен подъезд спецтехники, скорых помощи и так далее. Если лед упал на машину или прохожего, штрафом не отделаться. За повреждение чужого имущества обслуживающей организации придется заплатить. Если пострадает человек, последует уголовное дело. И дай бог, чтобы обошлось без жертв. Отвечать перед законом будет лично руководитель управляющей компании. Но говорить о том, что все управляйки города не подготовлены к оттепели, тоже нельзя. 37 домов. Из них только 10 домов плоское, остальное скатная кровля, что очень тяжело. Приходится и зимой, и весной, и летом всегда у нас вот такое. И поэтому раз в неделю минимум, а то получается 2 раза в неделю, когда погода плюс, приходится чистить сосульки и потом снег. Некоторые кровли чистим совсем, весь снег очищаем. Вот сегодня с утра, когда уже мы-то знали, что будет потепление, да, и знаем, это каждый год одно и то же, что приходится крыши чистить. Почему? Потому что чтобы не топило людей, чтобы не падал снег. Если очистка кровли домов и козырьков над входом в подъезды прямая обязанность управляющих компаний, то убирать снег с возведенных самостоятельно козырьков балконов должны собственники квартир. Еще один верный знак наступающей весны – ручьи и лужи, образовавшиеся от таяния снега. Сыктывкарский жилкомсервис уже приступил к очистке ливневок. В порядок намерены привести 78 километров канализации. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.